Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости». В студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Какая общественная территория должна быть благоустроена? Интинцы смогут принять участие в рейтинговом голосовании проекта формирования комфортной городской среды. Заболеваемость коронавирусом снижается. Врачи приглашают интинцев на диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры. Интинские школьники готовятся к всероссийскому конкурсу юных чтецов «Живая классика». Ребята учат произведения разных авторов и записывают их на видео. Приходит время сделать свой выбор. Минстрой России презентовал федеральную платформу голосования по отбору территорий для благоустройства в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». С 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий для благоустройства в Инте, Воркуте, Печоре, Сыктывкаре и других муниципалитетах. Голосование состоится на сайте 11.городсреда.ру. Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования – 14 лет. Качественное благоустройство возможно только при участии граждан, поэтому одна из задач проекта – сделать так, чтобы у каждого жителя страны старше 14 лет была возможность влиять на развитие городской среды. Эта платформа призвана сделать процесс участия в благоустройстве максимально простым и доступным. Выбирайте общественные территории, следите за реализацией победивших проектов, участвуйте в развитии своего города. Благоустройство Инты всегда было одним из важнейших вопросов местного значения. Постепенно город преображается, становится красивым, уютным и комфортным. В прошлом году в рамках проекта формирования современной городской среды в Интинском округе выполнены работы на сумму около 20 миллионов рублей. Именно по инициативе жителей Инты приведен в порядок участок тротуаров вдоль улицы Мира с обеих сторон. Выполнены работы по ремонту участка сети уличного освещения. Заменены 34 опоры, установлено более 60 новых энергосберегающих светильников. Протянуто около 1500 метров современного изолированного кабеля. На этом же участке улицы Мира установлены светящиеся консоли. В этом году предполагается продолжить работы по уличному освещению и асфальтирование тротуаров по улице Мира. Ограничения, связанные с пандемией коронавируса, постепенно снимаются. В Центральной городской больнице возобновилось проведение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров. Интинские врачи призывают горожан уделить пристальное внимание своему здоровью. В первую очередь медицинские осмотры направлены на раннее выявление хронических заболеваний, таких как злокачественные новообразования, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет и другие заболевания. Диспансеризация проводится в определенные возрастные периоды. Профилактические медосмотры ежегодно. По словам врачей, посещение поликлиники сейчас безопасно, но масочный режим пока не отменен. Ничего в самом прохождении не изменилось, то есть как и было до карантина по ковиду, то есть диспансеризацию у нас проходит все взрослое население старше 18 лет раз в 3 года, а после 40 ежегодно. Сейчас прохождение достаточно безопасно, потому что заболеваемость у нас снизилась, то есть амбулаторно у нас наблюдаются буквально единичные пациенты с ковидом, и то, которые получают все лечение на дому, то есть они не посещают поликлинику. В зависимости от возраста пациента определяется перечень врачей, лабораторных и диагностических процедур. Во время прохождения диспансеризации и профилактического медицинского осмотра горожане могут получить консультацию терапевта и ряда узких специалистов. Проходят диспансеризацию в основном все этапы по записи. То есть сначала пациент обращается в 307 кабинет, где ему расписывают весь его маршрут уже по времени и по датам. То есть когда он проходит кардиограмму, когда проходит внутриглазное давление, маммографию, флюорографию, гинеколога, то есть все там будет расписано. Но обратиться в 307 кабинет можно во время часы их работы, то есть это с 8 утра до 18 вечера ежедневно, или позвонить предварительно по телефону 60609. Диспансеризация и профосмотры позволяют своевременно выявить болезни, приводящие к инвалидности и преждевременной смертности. Ежегодно после обследований врачи ставят на учет пациентов с гипертонией, глаукомой, сахарным диабетом, онкологическими заболеваниями и другими диагнозами.
Диспансеризация включает в себя обязательное обследование на, так сказать, онкоскрининг. То есть это обязательно прохождение маммографии, обязательно прохождение женщинам гинеколога, и если там есть необходимость по возрасту, взятие мазка на цитологию с проведением такого теста, как бы ПАП, да, то есть смотрят плохие клеточки онкологические. А потом обязательно это сдача анализа кала на скрытую кровь, это на скрининг онкологических заболеваний кишечника, что очень важно, потому что они очень скрыто протекают. Ну, то есть вот этот как бы скрининг, это обязательно, без него не будет завершена диспансеризация. Если какое-то обследование не проводится, например, по возрасту, то есть можно пройти просто вот профилактический медосмотр по сокращенной схеме. По результатам комплексного медосмотра каждый пациент получает подробную информацию о состоянии своего здоровья. При необходимости врач может направить на дополнительное обследование и лечение. В продолжении медицинской темы – болезнь или самовнушение. Как людям, реагирующим на перепады давления и температуры воздуха, пережить смену погоды? Слабость, недомогание, повышение или снижение артериального давления, бессонница, боли в суставах, головные боли, одышка – это основные симптомы, на которые жалуются метеозависимые люди. Во время плохого самочувствия медики советуют соблюдать рекомендации врачей. Люди, имеющие какие-то хронические заболевания, в частности бронхолегочной системы, конечно, в морозы желательно им не выходить на улицу, потому что холодный воздух сам по себе как бы провоцирует обострение, да, этих заболеваний. То есть по возможности в самые морозы нужно сидеть дома. А люди, которые страдают метеозависимостью от всяких геомагнитных полей, да, у которых начинаются головные боли, давление, там скачки. Ну, насчет вот этого, я считаю, как кардиолог, это больше надуманная ситуация. Потому что человек, который стабильно лечится и который принимает рекомендованную терапию, имеет всегда хорошие цифры давления. И даже если где-то что-то на него подействовало, он знает, как поступить в такой ситуации. То есть принять там дополнительно какую-то таблетку под язык, успокоиться, полежать, и все будет хорошо. На календаре весна, но настоящими теплыми днями погода интинцев пока не балует. Ежегодная лыжня России переносится еще на 1 неделю. Организаторы спортивного праздника решили отменить соревнования и массовые гуляния из-за низкой температуры воздуха на улице. Если погода не подведет, старты состоятся в субботу 20 марта. Как и в прошлые года, базой проведения лыжни России станет спортивная школа «Интинская» в микрорайоне Западный. Работники учреждения уже подготовили трассу, лыжня накатана и ждет своих спортсменов. Дистанции те же самые, которые были в прошлом году. Это 3 километра бегут школьники, 3 километра юноши и девушки, 3 километра женщины и 5 километров мужчины. То есть как бы дистанции ничего не меняются. Дистанции уже готовы. То есть они накатаны, здесь по стадиону тоже уже накатываются круги, все у нас в принципе готово. Лыжная база, она, все лыжи, комплекты, значит, они подремонтированы, то есть крепления подкручены, новых мы где-то 12 пар креплений купили, также все поставили, установили. Но хочу попросить учителей физической культуры, все-таки боюсь, что может не хватить, хотя у меня и есть 150 пар, но это вместе с детскими тоже. Боюсь, что может не хватить. По возможности, пожалуйста, у кого есть в школах лыжи, дайте своим ученикам, они придут и также потом вам принесут. Изначально лыжню России хотели провести уже в эту субботу, 13 марта, но морозная погода внесла свои коррективы. Участники организационного комитета приняли решение о переносе соревнований. Для того, чтобы нам провести красиво, и оно осталось у нас было праздником, я бы перенесла на более теплую погоду. Для галочки проводить, честно вам скажу, неохота. Ну, во-первых, конечно же, надо, чтобы это было в радость прежде всего тем, кто побежит. Ощущение праздника, чтобы это было массово. Поэтому, если действительно ветер будет сильный, давайте тогда, наверное, договариваемся, что мы все-таки переносим следующие выходные, там у нас 20-е, да, 20-е, 21-е, 20-е это суббота. Все-таки, может быть, там получше будет погода. На данный момент определена следующая дата проведения массовой лыжни. Это 20 марта. Гонки начнутся в 12 часов. Забеги откроют самые юные участники соревнований. Опять также у нас идет с вами старт. Самый первый это наши открывают малыши всю дистанцию, как всегда красиво. Шапочек, как и в прошлом году, пришло опять то же самое, где-то 95 штучек всего.
Поэтому, как мы награждали, вручали тем, кто занимает призовые места и попадает в тройку, в десятку, это цветочная церемония, это дети у нас. Меры ограничения в связи с пандемией коронавирусной инфекции внесли свои изменения в проведение всероссийских соревнований «Лыжня России-2021». Немножко у нас в этом году, конечно, в связи с пандемией программа мероприятий не такая праздничная и насыщенная. Не будет у нас торговых точек, не будет у нас концертной программы. У нас будет массовый забег, старты на время. Естественно, будут у нас самые-самые наши любимые открыватели лыжни России. Это наши дошкольники, садиковские детки, которые до 7 лет. Ну и в этом году мы делаем VIP-забег. То есть изъявили желание работники организации, которые руководящий состав плюс депутатский корпус, решили поучаствовать и принять участие в этом интересном старте «Лыжня России». Будет проходить оно, в принципе, по той же схеме, что у нас проводится каждый год. Это стартуют дошкольники, стартует VIP-забег, потом бегут дети, школьники на время, далее массовый старт детей, школьников на время, следом идет у нас старт взрослых на время и, естественно, массовый старт уже всех жителей города, которые хотят себя попробовать на лыжне. Обычно все пришедшие могли бесплатно выпить горячий чай. В этот раз такой возможности уже не будет. Но погреться и подкрепиться можно будет в буфете спортивной школы «Интинская». Чтобы программа не была такой скучной, все-таки работники учреждения спортивной школы «Интинская», они все равно проведут небольшие такие конкурсные мероприятия. То есть болельщики не останутся в стороне и примут тоже активное участие в мероприятии. Сейчас коллективы городских учреждений, школьники и воспитанники детских садов активно готовятся к лыжным гонкам. Как ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, отразились на отрасли спорта и физической культуры Инты? Что было сделано и какие успехи достигнуты? Специалисты подвели итоги и рассказали о задачах, поставленных на ближайшее время. Подробности в нашем следующем сюжете. Подвести итоги деятельности интинских учреждений физической культуры и спорта, наметить планы на 2021 год, а также ответить на вопросы горожан собрались представители отрасли. Прошлый год выдался непростым для всех отраслей. Учреждения спорта в связи с введенным режимом самоизоляции граждан и режимом повышенной опасности были вынуждены на время приостановить функционирование всех секций. Но даже в таком ограниченном формате работы спортшколы смогли выполнить все запланированные задачи. Даже вот те непростые условия, в которых мы оказались в 2020 году, они все-таки позволили нам реализовать те основные направления, которые у нас были заявлены на 2020 год в плане работы нашей отрасли. И я хотела бы вот немножечко остановиться на том, какие все-таки у нас показатели, с какими показателями мы подошли к итогам 2020 года, и потом мы уже, скажем так, обсудим с коллегами то, что нам предстоит в 2021 году. Итак, основными направлениями в плане работы отрасли физическая культура и спорт на территории муниципального образования на 2020 год стояли 4 направления. Первое – это реализация внедрения комплекса ВФСК ГТО на территории муниципального образования. И здесь основным показателем, который характеризует эффективность работы отрасли, является количество граждан, которые выполнили нормативы ГТО из общего числа граждан, которые принимали участие вообще в выполнении этих нормативов в течение 2020 года. И тут я хочу сказать, что опять же, несмотря на то, что полгода мы находились в состоянии невозможности организовывать мероприятия, тем не менее, тот процент, который заявлен в нашей муниципальной программе, он оказался нами по итогам 2020 года достигнут и даже перевыполнен. Начальник отдела спорта администрации округа рассказала, что в 2020 году в рамках субсидий на создание безопасных условий в спортивных организациях Республики Коми были проведены работы по устройству ограждения территории спортивной школы «Интинская». Также модернизация коснулась спортивной школы «Юность». Футбольное поле учреждения обзавелось новым искусственным газоном. Определенные успехи были достигнуты по направлению подготовки спортсменов высокого класса. Наивысшие результаты показали такие виды спорта, как бокс, вольная борьба, пауэрлифтинг, восточное боевое единоборство и спортивный туризм. За год 19-20
комплексом школы подготовлено 2 мастера спорта, 7 КМСов и 11 перворазрядников. Это такой у нас очень удачный год, удачный. В рамках прямой линии поступали звонки от горожан. Здравствуйте, меня зовут Наталья Александровна, я живу по Бабушкина 1. Вы знаете, у меня такой вопрос. Вот я по возрасту уже 60+. Внуки выросли, вроде особых проблем нет, но хотелось бы заняться собой, хотелось бы заняться спортом. Что можно посоветовать мне в моем возрасте, чтобы это было недалеко от дома? Вот такой у меня вопрос. Наталья Александровна, еще раз подскажите адрес, по которому вы проживаете. Я живу по Бабушкина 1. Бабушкина 1. Это добрый день. Юкса Ольга Александровна, начальник отдела спорта. Позвольте, я прокомментирую ваш вопрос. У нас в городе функционирует несколько спортивных школ, а также клубов по месту жительства граждан, которые оказывают физкультурно-спортивные и оздоровительные услуги гражданам нашего города. В данном случае могу вам посоветовать, что ближе к вам. Это, безусловно, дворец спорта «Юность» по адресу улица Лунина, 7. Вы можете воспользоваться услугами плавательного бассейна, а также оздоровительных групп, кому за 50. Сейчас специалисты ведут активную подготовку к предстоящим крупным массовым спортивным мероприятиям, таким как «Лыжня России», фитнес-фестиваль и другие. Мы рады проводить все массовые мероприятия, даже по желанию тех жителей. Может, вдруг кто-то изъявит какую-то идею, будет у него хорошая, мы подхватим эту идею и будем ее воплощать в нашем городе. Но люди уже соскучились по таким Соскучились по массовым, да. Хочется уже прийти, пообщаться, принять участие в каких-то таких спортивных, а рядом, может быть, в каких-то развлекательных мероприятиях. И я надеюсь, что та «Лыжня России», к которой мы готовимся, она, естественно, как и любое спортивное мероприятие, будет проходить под эгидой столетия Республики Коми. Вся и наградная продукция, и рекламная, она будет заявлена вот именно с учетом брендбуков официальных столетий Республики Коми. За час, отведенный на проведение прямой линии, в приемную главы Республики Коми поступило несколько телефонных звонков. Подобные встречи с представителями различных служб города продолжатся в том же режиме. В Республике Коми стартовал всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». В этом году самому масштабному проекту страны в области искусства декламации и прозы исполняется 10 лет. В каждом муниципалитете начинаются отборочные туры. И интинские школьники активно готовятся к участию в творческом состязании. «Ну, — сказал вожатый Юра, представив гости ребятам возле палатки номер 4. — Вот вам новенький. Кто он такой, вы все уже знаете. Надеюсь, сдружитесь. Я пошел пока, а вы тут покажите гостю наш лагерь». В связи с пандемией коронавируса второй год конкурс чтецов проводится в заочном формате. В муниципальном этапе принимают участие школьники практически из всех общеобразовательных организаций Интинского округа. Ребята серьезно относятся к своим выступлениям. Учащиеся наизусть учат произведения разных авторов и записывают их на видео. Конкурс традиционный, каждый год в марте он проходит, конкурс соревновательный, то есть мы выделяем победителей, которые едут потом представлять наш город на республике, и все в нем заинтересованы. Пока я еще не знаю, сколько у нас будет заявок, но всегда было так, что практически представители всех общеобразовательных организаций участвовали в этом конкурсе, в том числе и сельские школьники всегда принимали участие. Главная цель конкурса – повышение интереса к чтению у обучающихся, знакомство с произведениями русской литературы XVIII-XXI веков, зарубежной и отечественной детской и юношеской литературой. В рамках конкурса участникам предлагается прочитать вслух на русском языке отрывок выбранного ими прозаического произведения. Продолжительность выступления должна составлять от 2 до 5 минут. Превышение регламента не допускается. При этом могут использоваться декорации, костюмы и музыкальное сопровождение. Конкурс вообще сложный. В нем участвуют школьники с 5 по 11 класс, до 17 лет включительно. И школьники читают прозу, читают наизусть. Это прозаические произведения русских и зарубежных авторов. И сложно.
сложно. Во-первых, оценивает компетентное жюри. В жюри входят и представители управления образования, и методисты, и учителя русского языка и литературы, и довольно сложные критерии отбора. Во время просмотра видеороликов члены жюри будут оценивать выступления детей по ряду критериев, обращая внимание на грамотную речь, расстановку ударений, логических пауз, выразительность дикции. Юным чтецам необходимо произвести эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное воздействие на слушателей. Даже полдела – это выбрать правильно произведение, которое ты будешь читать. На выбор произведения большое внимание обращают, потому что если произведение звучит часто читаемое, ты получишь за него немного баллов. То есть нужно выбирать произведение, которое звучит редко на подобных конкурсах. Есть возможность получить хорошие баллы за часто читаемое произведение, если ты его прочитал как-то по-другому, переосмыслил. Если ты произвел совершенно новое впечатление на слушателей, тогда можно получить дополнительные баллы и за часто читаемые произведения. Это сложно. Но сложно еще и потому, что второй год в связи с мерами, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, мы проводим этот конкурс заочно, дистанционно. Дело в том, что школьникам нужно оказать эмоциональное воздействие на жюри, а через видеоролик это сложно. В этом году, как и в прошлом году, мы не слышим живое слово. Мы получаем от школ видеоролики и отсматриваем видеоролики. Но согласитесь, оказать воздействие эмоциональное или интеллектуальное через видеоролик сложнее. Поэтому задача усложняется у школьников. Директор был немец, бургмейстер. Как и многие обруселые немцы, он изъяснялся на преувеличенном русском языке. И любил такие слова, как галдеж, не втерпешь, футы-нуты, намедни, давича, вестима, ай-люли. Этим языком он владел превосходно, но почему-то этот язык вызывал во мне тошноту. Организационный комитет городского управления народного образования принимает заявки и видеоролики до конца этой недели. Оценивание выступлений и подведение итогов муниципального этапа конкурса «Живая классика» состоится с 16 по 19 марта. Победителями местного уровня станут участники, набравшие наибольшее количество баллов. 3 лучших чтецов будут представлять ИНТУ в региональном этапе крупнейшего литературного проекта, который также пройдет в заочном формате с 22 по 31 марта. Наши школьники на республике выступают неплохо. В течение этих лет у нас были и победители, и призеры. В прошлом году я знаю, что это были представители 3-й гимназии, лицея номер 1, гимназия номер 2. Но победители могут быть самые неожиданные, потому что все готовятся к этому конкурсу очень ответственно. Финальный всероссийский этап конкурса и вручение специальных призов победителям в этом году впервые состоится на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Отдел кулинарии одного из самых любимых интинцами магазина «Ассорти» преобразился до неузнаваемости. Теперь жители нашего города могут в еще более широком ассортименте приобрести выпечку и готовые блюда. Если у вас нет желания ходить по магазинам и времени стоять у плиты, но очень хочется покушать что-нибудь вкусное, то тогда вам прямая дорога в кулинарию «Ассорти». Магазин расположен по адресу Горького, 19. Запах вкуснейшей выпечки и аромат свежего хлеба не оставят равнодушными даже самого привередливого гурмана. Мы значительно расширили ассортимент готовой продукции и выпечки. Мы оставили излюбленные интинцам блюда и, конечно же, добавили новые. Все, чтобы радовать наших покупателей. Салаты, закуски, горячее, мясо, гарниры, выпечка, кондитерские изделия и многое другое. Приходите к нам, вам обязательно понравится. От такого разнообразия вкусностей разбегаются глаза. Не верите нам на слово? Тогда проверьте сами. Здесь вас ждет вкусный, только что приготовленный кофе. Покупателям кулинарии предстоит сложный выбор. Очень непросто решить, что же купить. А в обеденное время здесь очень много покупателей. Ведь выбор готовых блюд, безусловно, достойный. Вкусные и оригинальные салаты, множество горячих блюд, гарниры и закуски. Можно не думать о готовке, а прийти в магазин «Ассорти», сделать покупку и наслаждаться отменным вкусом блюд. Торт или пирог от пекарни «Ассорти» украсит любое торжество или ваш вечер.
Вы всегда можете заранее сделать заказ, а потом просто прийти и забрать его, без боязни не успеть купить нужное. В кулинарии работает приветливый персонал. Продавцы обслужат вас по высшему классу, помогут с выбором, расскажут о составе продукции и сориентируют в разнообразии ассортимента. Центральную часть магазина занимает именно кулинария, но здесь еще есть множество различных отделов с продуктами питания. Наш магазин выгодно отличается широким ассортиментом самых разнообразных продуктов питания. У нас можно приобрести полуфабрикаты. Можно собрать изумительный праздничный стол с необычными деликатесами. А если нет времени и сил, то можно купить еще готовые блюда. У нас прекрасный выбор сыров и колбас. Есть овощи, фрукты, различные напитки и сладости. Наши покупатели могут не ходить по множественным магазинам, а просто зайти в кулинарию и приобрести все, что необходимо. Если вам захотелось приготовить яркий свежий салат, то непременно загляните в отдел с овощами и фруктами. А если захотелось вкусного сыра и пряной колбаски, то и тут есть чем удивить покупателя. Приятный выбор замороженной рыбы и мяса, продукция местных производителей, деликатесы из оленины – все это вы найдете в магазине «Кулинария». Свежайшая молочная продукция с регулярными поставками, напитки, кофе, чаи, кондитерские изделия и продукты питания первой необходимости. Возможности и ассортимент данной торговой точки не перестают удивлять. Приходите в ассорти и убедитесь во всем сказанном сами. Магазин «Кулинария» для тех, кто ценит свое время и настоящий вкус продуктов. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на Пятом канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.